Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это практика настоящего времени, накус и шаг. Так, переходим к разбору первых примеров. Первый пример – дети письмо пишут. Нам нужно образовать форму настоящего времени. Она будет звучать следующим образом. Балалар хат жазы потыр. Дети письмо пишут. Теперь нужно образовать отрицательную форму. Отрицательная форма будет звучать следующим образом. Балалар хат жазбай отыр. Дети письмо не пишут. Как мы знаем, есть две отрицательные формы. Вторая форма отрицания будет звучать следующим образом. Балалар хат жазы потырган жок. Дети письмо не пишут. Это вторая форма. И теперь образуем вопросительную форму данного предложения. Дети пишут письмо. Балалар хат жазы потырма. И также можно еще задать вопрос к этому предложению. Дети что пишут? При помощи вопросительных местоимений. Балалар не жазы потыр, то есть дети что пишут. Следующий пример. Я футбол смотрю. Образуем форму настоящего времени утверждения. Она будет звучать следующим образом. Мен футбол көріп отырмын. Я футбол смотрю. Это утверждение. Теперь образуем отрицание. Отрицание будет звучать следующим образом. Мен футбол көрмей отырмын. Я не смотрю футбол. И вторая форма отрицания будет звучать следующим образом. Мен футбол көріп отырган жоқпын. Я не смотрю футбол. Теперь нам нужно образовать вопросительную форму. Я смотрю футбол. Образуем вопросительную форму. В данном случае мы образуем при помощи вопросительных частиц. И данная форма будет звучать следующим образом. Мен футбол көріп отырмын ба? Я смотрю футбол. И также можно задать еще один вопрос и образовать второе вопросительное предложение. Я что смотрю? То есть мен не көріп отырмын. Я что смотрю? Данная форма образована при помощи вопросительных местоимений. Третий пример. Вы чай пьете. Образовываем утвердительную форму. Утвердительная форма будет звучать следующим образом. Сіз шай ішіп отырсыз. Вы чай пьете. Теперь образуем отрицательную форму. Отрицательная форма будет звучать следующим образом. Сіз шай ішпей отырсыз. Вы чай не пьете. Образовываем вторую отрицательную форму. И она будет звучать следующим образом. Сіз шай ішіп отырган жоқсыз. Вы чай не пьете. Теперь нужно задать вопрос к этому предложению. Вы чай пьете? И он будет звучать следующим образом. Сіз шай ішіп отырсыз ба? Это уже вопросительная форма. И также мы можем задать еще один вопрос к этому предложению. Что вы пьете? Образуем вопросительную форму при помощи вопросительного местоимения. Сіз не ішіп отырсыз. То есть, что вы пьете? Переходим к следующему примеру. Ты на улице играешь. Образовываем форму настоящего времени. Она будет звучать следующим образом. Сен далада ойнап жүрсің. То есть, ты на улице играешь. Это утверждение. Теперь образовываем отрицательную форму. И она будет звучать следующим образом. Сен далада ойнамай жүрсің. Ты на улице не играешь. Также мы можем образовать и вторую отрицательную форму. Она будет звучать следующим образом. Сен далада ойнап жүрген жоқсың. То есть ты на улице не играешь. Теперь нужно образовать вопросительную форму данного предложения. Ты играешь на улице? Данное предложение будет звучать сен далада ойнап жүрсің бе? То есть ты играешь на улице? И также можно задать еще один вопрос. Ты где играешь? Данный вопрос мы задаем при помощи вопросительных местоимений. Предложение будет звучать следующим образом. Сен кайда ойнап жүрсің. Переходим к следующему примеру. Я в магазин иду. Образовываем форму настоящего времени. Данное предложение будет звучать следующим образом. Мен дүкенге бара жатырмын. Теперь образовываем отрицательную форму данного предложения. Отрицательная форма звучит мен дүкенге бармай жатырмын. Я не иду в магазин. Вторая отрицательная форма будет звучать следующим образом. Мен дүкенге бара жатқан жоқпын. Я не иду в магазин. И теперь образовываем вопросительную форму. Я иду в магазин. Вопросительная форма будет звучать мен дүкенге бара жатырмын ба? И также можно задать еще один вопрос. Я куда иду? И данная вопросительная форма будет звучать мен кайда бара жатырмын. Следующий пример. Ты в библиотеке книгу читаешь. Образовываем форму настоящего времени. Утверждение будет звучать следующим образом. Сен кітапханада кітап оқып тұрсың. Теперь нужно образовать отрицательную форму. Отрицательная форма данного предложения будет звучать следующим образом. Сен кітапханада кітап оқымай тұрсың. То есть ты в библиотеке книгу не читаешь. Это отрицательная форма. Вторая отрицательная форма будет звучать следующим образом. Сен кітапханада кітап оқып тұрған жоқсың. То есть ты в библиотеке книгу не читаешь. Теперь нужно образовать вопросительную форму. Вопросительная форма будет звучать следующим образом. Сен кітапханада не оқып тұрсың. Ты что читаешь в библиотеке?
Как видим, данная форма образована при помощи вопросительного местоимения «не что», то есть «ты что читаешь в библиотеке?». И также можно задать еще один вопрос. «Ты в библиотеке книгу читаешь?». Данная форма будет звучать следующим образом. «Сен кітапханада кітап оқып тұрсың ба?». «Ты в библиотеке книгу читаешь?». Следующий пример. «Мой друг на диване лежит». Образовываем форму настоящего времени. «Менің досым диванда жатыр». Как видим, это простая форма настоящего времени. Теперь нужно образовать отрицательную форму данного предложения. Отрицательная форма будет звучать следующим образом. «Менің досым диванда жатқан жоқ». То есть «мой друг не лежит на диване». Теперь нужно задать вопрос к этому предложению. «Мой друг лежит на диване?» То есть действительно ли он лежит на диване? И данная форма будет звучать следующим образом. «Менің досым диванда жатыр ма?» То есть «мой друг лежит на диване». И также можно задать к этому предложению еще один вопрос. «Мой друг где лежит?». Предложение будет звучать следующим образом. «Менің досым қайда жатыр?». То есть «мой друг где лежит?». Следующий пример. «Ты идешь на работу». Образовываем форму настоящего времени. Она будет звучать следующим образом. «Сен жұмысқа бара жатырсың». Теперь образовываем отрицательную форму. Отрицательная форма будет звучать следующим образом. «Ты не идешь на работу». «Сен жұмысқа бармай жатырсың». Также мы можем образовать вторую отрицательную форму. Она будет звучать следующим образом. «Сен жұмысқа бара жатқан жоқсың». То есть также «ты не идешь на работу». Теперь образуем вопросительную форму данного предложения. «Ты идешь на работу?» Образовываем данную форму при помощи вопросительной частицы. «Сен жұмысқа бара жатырсың ба?» И также можно задать еще один вопрос к этому предложению. «Ты куда идешь?» То есть при помощи вопросительного местоимения. «Сен қайда бара жатырсың?» То есть «ты куда идешь?». Следующий пример. «Я на стуле сижу». Нужно образовать утверждение. Оно будет звучать следующим образом. «Мен орындықта отырмын». То есть «я на стуле сижу». Образовываем отрицательную форму данного предложения. Она будет звучать следующим образом. «Мен орындықта отырған жоқпын». Так как это простая форма, то предложение имеет только одну отрицательную форму. Переводится «я не сижу на стуле». «Мен орындықта отырған жоқпын». Теперь задаем вопрос. «Я сижу на стуле?» И первая вопросительная форма будет звучать «Мен орындықта отырмын ба?» То есть «я действительно сижу на стуле?» И можно задать еще один вопрос к этому предложению. «Я где сижу?» При помощи вопросительного местоимения. Предложение будет звучать «Мен қайда отырмын?» «Я где сижу?» И последний пример. Урок идет. Образовываем форму настоящего времени. «Сабақ болып жатыр», то есть урок идет. Теперь нужно образовать отрицательную форму данного предложения. Она будет звучать «Сабақ болмай жатыр», то есть урок не идет. Вторая форма отрицательного предложения будет звучать следующим образом. «Сабақ болып жатқан жоқ», то есть урок также не идет. И теперь задаем вопрос к этому предложению, то есть урок идет, «Сабақ болып жатыр ма?», то есть действительно ли он идет сейчас. Как видим, данная вопросительная форма образована при помощи вопросительной частицы. Ну а на этом практический урок завершен. Надеюсь, вы проверили свои знания и смогли составить правильные ответы. Также под этим видео напишите, нужны ли вам данные практические уроки, где мы полностью применяем все полученные наши знания, которые изучили на предыдущих уроках. А на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.